что необходимо сделать? Сегодня любую безнадзорную собаку мы должны поймать, отвезти в приют, провести ряд процедур и выпустить на волю. Поэтому естественная регуляция популяции должна быть достигнута того, что у нас критическая масса собак на улице будет уже стерилизована. Не будет приплода, соответственно, в ближайшие годы, по прогнозу, это, наверное, лет 5-7, количество собак будет расти, не будет уменьшаться. 2 года, как закон работает, мы сегодня видим, что несмотря на кратное увеличение финансирования государства, которое пошло в 2020 году, в 2019 году, у нас собак на улице меньше не стало и не станет. Поэтому с этой точки зрения необходимо вносить корректировки, уже исходя из практики, которая получена. Приняли закон, посмотрели, как практика реализуется. И сегодня могу сказать то, что несмотря на то, что количество денежных средств, которые направляются департаментом ветеринарии в город Якутск, а дальше в пункт передержки животных, в приют «Помоги выжить», собак на улицах меньше не становится. Сегодня закон обязывает, как вот мы видим собаку под ловцы, а если она с биркой, ее нельзя ловить, если она не проявляет агрессию. Но это же животное, но сегодня не проявляет агрессию, завтра оно будет в стае. Что мы видим? В стаях собаки бегают, ее тогда уже надо ловить. Но в момент, когда можно было ее поймать, она с биркой, ее нельзя ловить. Поэтому очень много вопросов, на которые необходимо спокойно сесть и поговорить без крайних точек зрения. Я считаю, что любой закон, который принимается, должен быть для людей. Да? Здесь закон об ответственном обращении с животными, никто с этим не спорит, но с точки зрения сегодня обустройства городов в России, того, как мы, муниципалитеты, с этой проблемой столкнулись, да, необходимо, конечно, ряд вопросов пересмотреть. Например, сегодня вопросы вот в этот период, когда популяция будет расти, отловить с биркой собак, содержать ее, все эти вопросы необходимо, может быть, учитывать уже с точки зрения федеральных каких-то субсидий. С точки зрения денежных средств, на будущий год у нас 22 миллиона пойдет на питание собак, которые попадают туда на месяц. Порядка 300 рублей ежедневно идет на питание одной собаки, только на питание. Там не учитывается стерилизация, ветеринарный осмотр, отлов. Поэтому с этой точки зрения, конечно, колоссальный объем денежных средств необходим для того, чтобы решить этот вопрос комплексно. Не говоря уже о строительстве приюта, требования под которой это практически сравнимы с любым социальным объектом. Отдельные помещения, отапливаемые, безусловно, это все требует очень больших денежных средств. С точки зрения алкогольной продукции. На 3 уровня нужно разделять: федеральное законодательство, региональный, республиканский закон и наше местное постановление. Мы отправили на согласование в министерство и ведомство республиканские постановления 316-П, в котором определяем расстояние от объектов социальной, культурной инфраструктуры, медицинской инфраструктуры до объектов, торгующих алкоголем. Расстояние, если вы помните, раньше измерялось в шаговой пешеходной дорожкой. Сегодня мы предлагаем измерять ее на радиус, и в зависимости от категорийности, от каждой категории увеличили его на 100 метров. Это позволит сегодня практически поставить точку на то, чтобы в дальнейшем объекты появлялись новые. Все, которые сегодня существуют, они продолжают работать, и в рамках федерального закона они могут 2 раза еще продлить свою лицензию по ранее выданным требованиям. Безусловно, к лицензиатам есть ряд требований. Если они будут нарушать закон, продавать в неустановленное время, продавать несовершеннолетним, у регулятора появляется право отбирать эту лицензию. Поэтому это уже второй вопрос. Но с точки зрения того, что мы должны сделать, мы свою часть сделали, также выступили с законодательной инициативой о внесении изменений в закон республики, который касается общепита, так называемых лжекафе, наливая, как по-разному в народе ходит формулировка. По наличию их на территории многоквартирных домов
придомовой территории, раз, внутри самого многоквартирного дома, а также площади его, для того, чтобы вот 2 пластиковых стола и стула пропали в принципе как определение. Вот такие действия нами предприняты. Восстановление полностью отработано.